ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Пятница, школа номер 5. Утром именно здесь стартует этнографический диктант. Всероссийская образовательная акция проходит в Ухте не впервые, а с этого года по всей стране она носит еще и международный статус. Участвовать может любой желающий, без ограничений, не нужно даже паспорта. В прошлом году диктант проходил на базе УГТУ и собрал более полусотни людей. Например, одной из них была учитель коми-языка. Вопросы не сложные, вопросы просто очень узкие. Они очень, то есть, например, знание, скажем, региона, целителей, героев России, участников Великой Отечественной войны. Ну, то есть, получается, не только касаемо вообще, в принципе, коми-языка или в принципе, да, а касаемо еще и писателей, и поэтов и так далее. Диктант лишь по названию таков. Фактически это тест на листках бумаги. Его раздают участникам, а затем собирают с ответами. Задания присылаются из единого центра от организаторов в Удмуртии. На месте их лишь надо распечатать. Вопросов 30. 20 из них федеральный компонент о народах, известных личностях и культурах России. Оставшиеся 10 – региональный компонент. В его составлении помогают специалисты в каждом из субъектов федерации. Если не уверен в своих знаниях, можно готовиться заранее или же рискнуть. Так, одна из пришедших на диктант девушек узнала об акции только сегодня утром. Я думаю, что это очень будет интересно, так как вопросы я посмотрела по прошлому году достаточно интересные и разноуровневые, да, то есть, например, отдельные вопросы, связанные с политикой, с историей страны, другие связаны как-то с культурой нашей страны. Каждый участник проходит регистрацию, ему выдают номер, с помощью которого в итоге можно будет узнать свой результат на сайте проекта. Бланки с ответами сканируются на местах и отправляются на проверку организаторам. Итоги этнодиктанта станут известны в начале декабря.